идет на брата, племя на племя, красный шелк покрывает степи. Войны и междоусобицы разрушили могущественную хунскую державу. То, о чем мало рассказывают в учебниках, воплотили на сцене артисты Альметьевского драматического театра. Экспериментальный спектакль «В степи» по тексту Булата Минкина будет представлен в новом театральном сезоне. Режиссером выступила Наиля Назипова. И вас увидели. И решили к вам зайти, так сказать, на огонек. Речь артистов разбавлена разговорной лексикой и сленгом, а каждая сцена сопровождается видеорядом для лучшего усвоения материала. Работе, появившейся благодаря гранту правительства Татарстана, еще предстоит найти своих зрителей. Кому стоит посетить театральный урок, поинтересовались у старшеклассников школы «Менеджер». Человек с стереотипным понятием того, что история – это скучно. По мнению учителя Гульжияны Скаковой, спектакль о становлении татарской нации от западных гуннов и древних тюрков могут применять в работе преподаватели разных дисциплин. Здесь мы видим, что перекликается постановка театральная, костюмы актеров очень красивые и необычная подача материала. «В степи» – не единственная премьера 78-го театрального сезона. В репертуаре драмтеатра появились комедия «Заговор любви» и детский билингвальный спектакль. А в ноябре театр окажется в цифре. Онлайн-спектакль на 3 языках. На русском Александринский театр, сам актеры там, Марийский театр имени Шкетана, марийский язык, и Татарский театр из Альметьевска будут ставить совместный онлайн-спектакль, который нам обещает будет большая аудитория смотреть вообще по всему миру. В планах театра участие в фестивалях и учреждение собственной премии. Но главное – стать трендом, погрузив в мир искусства как можно больше людей. Первый шаг – знакомство с труппой. В фойе открылся фотопроект «Мой мир», где представлены работы артистов. Надо, конечно, понимать, что артисты – это не профессиональные фотографы, но в этом-то и особенность. Этот творческий проект наполнен какой-то душевностью. После реконструкции вскоре распахнет двери и музей театра. На его базе появится арт-пространство для творческих вечеров и мастер-классов. Также продолжит работу лаборатория театра горожан, школа «Инклюзион», развернется площадка для обсуждения спектаклей. Татьяна Шамбер, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.